Туристический научно-исследовательский лагерь Танунунчан совместно с научными сотрудниками МГУ, СВФУ и Института мирзлатоведения посетили местность Мус-Апа, что находится в 30 километрах от Верхневилюйска. О том, чем она уникальна и чем привлекла исследователей, расскажет Евгений Абрахов. Научный интерес местности Мус-Апа представляет не только незамерзающий летом и не тающий зимой подземный источник, но и пористость, прочность основания грунтов, пески, тукуланы, характерные для южных регионов. Вот если брать, например, строение песчаных зерен и минерального состава вот этих песков, и песков, например, каких-то пустынь, или даже вот европейской части, но распространенных на юге, по Северному Кавказу, это абсолютно разные по строению. То есть вот хотелось бы еще и с этой точки зрения рассмотреть эти пески. Отдельный интерес вызывает происхождение различных видов камней. Дефляция, то есть ветровой вынос достигал таких масштабов, что обнажались камни, песок и пыль уносилась, и на поверхности почвы, вернее почву тоже деградировала, просто на поверхности, на дневной поверхности лежали вот такие камни. И у них постепенно стачивались грани. Они могли немножко переворачиваться, потом вторая грань стачивалась. И они приобретали вот такую специфическую граненую форму. Совместная работа с учеными передает научный опыт воспитанникам лагеря Тонгочан. Ученики с большим интересом изучают минералы, чистые воды ручья и восхищаются окружающей природой. Давным-давно тут ничего не было, тут только полянка и деревья. Из-за того, что тут песок может хорошо переводить воду, и она очистила вот эту местность, и получилась вот такая полянка воды. Местные жители давно считают целебной чистую и прозрачную воду в ручье Мус-Апа. Но если, допустим, по ПДК, предельно допустимая концентрация, которую вот, чтобы использовать, это вот только вот они тоже ниже этих показателей, но вот за исключением, что некоторые вот железо, иногда марганец, там повышенное содержание, но это как бы ничего страшного, как бы это. Туристический научно-исследовательский лагерь Тонгочан работает уже 17 лет. И последние 3 года по проекту по следам Ричарда Маака. И в эти дни собирается сплавиться по реке Марха до территории Оленевского улуса. Евгений Абрахов, Александр Адамов, Верхневилюйск.